решение дальнейших всех этих вопросов и проблем, которые у нас есть, я вам скажу, что Гагаузия, наконец-то должна понять, что мы сами должны решать свои вопросы. Ни в коем случае не должны быть посредники или доверие тем людям, которые нас используют. Нас используют уже 30 лет, практически у нас сегодня такая плачевная ситуация. В первую очередь, все наши жители должны понимать, что нужно выбирать сегодня руководителем Гагаузии наверняка тех людей, которые проживают на этой территории, тех людей, которые являются патриотами этой земли, своей Гагаузии, тех людей, которые здесь, и дети, и родители, и сами они, и которые не выезжают на работу, потому что последние уже десятилетия, что мы, руководители, выбираем из них, они приезжают на работу, уезжают, и понятно, что даже будучи руководителем региона, они уедут отсюда, они приезжают сюда, и Гагаузия становится регионом, где проходят руководители для того, чтобы зарабатывать. Выборы у нас перешли с плоскости, я скажу, что политической, конкретно в экономической, это торговля. И я скажу, что сегодня мы, встречаясь с людьми, отлично понимаем, что мы фактически продаем свою маленькую родину за какие-то 300-500 лет для того, чтобы отдать свои голоса. И в дальнейшем мы выбираем тех руководителей, которые не соответствуют, которые не подготовлены. И приходя на эту должность, естественно, что мы падаем ниже, ниже и ниже. И при этом, поддержав какую-либо из партий, которая ведет все время воинственные действия с центром, мы потеряем все. Использовав нас 30 лет, мы пришли к разбитому корыту, так скажу. Сегодня Гагаузия находится в той ситуации, что еще один шаг, и Гагаузия фактически может исчезнуть. И в дальнейшем итоге, конечно, мы можем обвинять кого-то, но прежде всего мы должны обвинять себя.